Интересно, почему-то не переворачивает картинку. Есть. Так. Как-то странно, я смотрю, как будто бы в бок куда-то, хотя я смотрю на камеру, да? Давайте перевернем его. Вот, все. Кажется, вот как-то так. Так, закручиваем. В какую сторону закручиваем? В общем, всем добрый день. Сегодня я с петличкой. У меня вот обновление. Надеюсь, звук будет намного лучше, громче. Сейчас давайте проверим. Может, его повыше сделать куда-нибудь. Есть где-то. Сейчас проверим, есть ли трансляция. И попробуем ей поделиться. Если звук нормальный, то попробуем ей поделиться в WhatsApp и в Telegram, чтобы люди учились. Попробуем ей поделиться. Если звук нормальный, то попробуем поделиться в WhatsApp и в Telegram. Так, ну вроде как что-то там есть. Что-то да есть там. Так, вот как раз в Телеграме попробуем написать ссылочку. Так. Стрим номер 2. Повторяем слова из первого и второго урока и учим новые слова. Так, и отправляем. В общем, это значит у нас телеграм-канал, где я, значит, разместил тесты, по которым мы будем обучаться и учить новые слова. Где-то даже будем вставлять короткие предложения. Сейчас я все покажу, расскажу. Так, ну все вроде как. Давайте здесь напишем, чтобы понимали. Так. Стрим онлайн. Заходите, буду рад. Так, все. В общем, добрый день, добрый вечер, дорогие зрители канала Якутский язык «Хочу и смогу». Якутский язык онлайн, Сахат Ила. Сегодня мы начнем с повторения. Значит, у нас есть вот такой вот телеграм-канал замечательный.
мною создан якутский язык онлайн. Мы в него переходим и смотрим, как он пишет. Якутский язык, сахатыла, хочу и смогу, да? Так. И ссылка на канал, вот она и найдет. Кен, нижнее подчеркивание, learn, нижнее подчеркивание, ЕКТ. В общем, присоединяйся к телеграм-каналу. Хочу напомнить, что идет... Я, с вашего позволения, буду немножко чаек попивать, чтобы голос у меня не так уставал. Значит, на 2 каналах «Хочу и смогу» английский язык и «Хочу и смогу» сахатыла, да, якутский язык. Идет у меня розыгрыш подписки Супер Дуолинго. Чтобы вы понимали, потому что не все иногда ценят, что подписка годовая стоит 5700 или 5, я сейчас точно не вспомню, но где-то вот столько-то она мне стоила. Сейчас мы продлили ее. Вот. И там есть возможность подключить еще людей. И поэтому я записал шортс. Вот. И попросил написать «хочу», чтобы в комментарии написали люди, поставили лайк, подписались на канал и в комментарии к видео написали «хочу и смогу» Супер Дуолинго. Ну и желательно оставили свой ник в Телеграм или какие-то контакты, потому что ежегодно провожу этот розыгрыш. И порой потом неделями не можем связаться. И так как не можем связаться, подписка на год она идет, мы, естественно, разыгрываем для другого участника. Вот. Поэтому, если вы хотите принять участие в розыгрыше подписки Супер Дуолинго на целый год, вы можете к этому видео тоже, давайте я тоже здесь размещу условия в комментарии, вы можете также написать «Хочу и смогу Супер Дуолинго» и примите участие в розыгрыше. В прямом эфире проведу, присылаем всем номера, сгенерируем, значит, что сейчас нельзя писать в чат, только в чат можно писать, а комментарии где? Интересно, я думал, комментарии тоже какие-то будут. Ну, давайте пока в чат напишу. Тысяча символов лишние. Там такое, в общем, условие необычное. Ну, она не то, что необычно, она из практики. Все моменты, они выходят из практики, да? Это необходимо, чтобы победитель, который выиграет, он вот не позанимался месяц, и потом оставшийся год подписка просто сгорает. И мы уже в этом убедились, уже пару человек так спустя полгода убирали, видим, что они не реагируют, не отвечают и никак не используют. И мы давали тем, уже разыгрывали, которые еще до этого писали, да, и так далее. Вот, поэтому здесь то же самое прописали. Слушайте, не прям не влазит и не влазит. Как так сделать, чтобы влез весь текст? Давайте вот это уберем. Прям какое-то это... Мне вот раньше казалось, что можно комментарии здесь прям писать не только онлайн в чате, да? Сейчас давайте я попробую привод сделать. Сменим аккаунт. Так, как, кстати, слышно? Проверим еще разочек. Но у меня интернет вообще ужасно работает, если честно. Как, кстати, слышно? Да, отлично, вроде слышно, все нормально. Так, давайте посмотрим, что тут у нас с комментарием. Почему у меня комментарии не пишутся? Изменить видео. Я знаю, что я виноват, что я поздно зашел в интернет, да?
Ну, что-то сегодня столько дел было, столько дел, что я просто не успел. И вот только к вечеру освободился. Да, вообще интернет не грузится, если честно. Да, с этими ограничениями, конечно, тяжело. То есть мне, чтобы что-то загрузить или так далее, у меня все время отлетают все вот эти расширения, приложения, которые для этого необходимы. И очень долго все грузится. Потом бывает слетают обложки, что не могу зайти никак. Прям это безобразие. Не грузится. Вот я пытаюсь открыть. Давайте я попробую, может быть, от Wi-Fi отключиться. Тогда у меня... Сейчас скажу антирекламу этого ТТК. Ну, просто отвратительный провайдер. Периодически каждый вечер, ну, просто скорость 1 мегабайт. Просто 1 мегабайт. Пишет до 100 мегабайт. Потом дозвониться сложно, а когда дозваниваешься, они потом со временем перезагружают сервер и начинает все работать. В данный момент у меня нет такой возможности звонить им, ждать вот это все. Смотрите-ка, вообще не хочет грузиться ни в какую. Потом вот это хочу и смогу, супер Duolingo надо будет написать не... Почему я это ищу? Что надо написать это не в чате это пропадает, а надо написать это именно в комментариях. Комментарии почему-то не видны сейчас. Хочется очень сильно злиться. Так. Где вот здесь комментарии, интересно? Измененный контент, это не измененный. Да. Зачем вот эта дата создания? Так, я не вижу, где тут комментарии. Вроде включены показывает. Почему я их не вижу? Непонятно. Ладно. Так, все, обратно переключаемся. Да, Блиц, скорость без границ. Даже сайты просто не грузят. Угу. Так, проверяю еще раз звук. Крайний раз вроде все нормально. Картинка с плохим разрешением, но это, я надеюсь, из-за того, что интернет здесь плохой. А вы меня, надеюсь, видите хорошо. Так, значит, мы переходим в телеграм-канал Can Learn EKT. И здесь у нас есть такие замечательные тесты. Вот про розыгрыш, вот, кстати, в нем... Ладно, потом, я надеюсь, откроются комментарии, и мы там напишем про условия, продублируем. Значит, комментарий. Где он здесь? Вот. Угу. Повторяем. Вы можете посмотреть видео, которое я до этого записывал, обучающее, да? А можно перейти сразу к тестам. Также есть, кстати, слова. Почему-то здесь они не отражены. Почему? Вот они. Как вот сделать?
сделать, чтобы он закрепился. В общем, все очень неудобно, непривычно, но ладно, когда-нибудь я к нему привыкну. Так. В общем, переходим к словам. Давайте я вот так сделаю, чтобы он не терялся так быстро. Ответить. Циферка 1. Сейчас я просто взорвусь. Так. Слова к видео. Так, нажимаете, вот, допустим, смотрите. Пальчиком одним закрываете одну сторону. Допустим, вот мама, и закрыли вот якутские слова. Ие, папа, ага, ребенок, ого. Так, теперь у меня камера пропала, да, куда-то? Что происходит? Все. Вот. Вспоминаем. Мама ие, папа ага, ребенок ого, мальчик уол, девочка кыс, дедушка медведь эге, бабушка эбе, небо халлан, утро сарсерда, школа ускола. Так, возвращаемся к тому нашему этому комментарию закрепленному. Так, тест к видео 1. Переходим. Ближе подсесть надо, не достаю. Так, здесь у нас идут, видите, викторина, обратная викторина, карточки и обратные карточки. Допустим, викторина с якутского на русский. Вот смотрим. Халлан. Буду давать время, потому что все, кто будут далее в записи использовать, ну, смотреть, они будут вспоминать. Желательно, конечно, сразу так вспоминать, но мы будем с вами давать чуть-чуть время. Халлан – это у нас небо. Не нажимается небо наше. Дальше. Эге. Вспоминаем. Ну ладно, это слишком долго будет повторение. Это предыдущее видео, посмотрите, первый день называется там, да? День первый, сегодня день второй. Эге, это у нас дедушка медведь. Обязательно всегда надо повторять, это закрепляется в памяти. Ого, это у нас ребенок. Халлан. Небо. Эбе. Бабушка. Многие, повторюсь, что удивляет, кто знает якутский язык, начинают мне поправлять, что эбе это 2 должно быть. Но напоминаю, что эбе это когда ты просто бабушка. А если ты обращаешься к бабушке, что-то просишь, ты уже говоришь с 2 эбе, эбе. И также дедушка, эге. Вот. Так что не ругайте меня. Так, мне тут не нравятся звуки какие-то тут. Давайте как-то их выключим. Отключить. Звук на сайте. Так, на балконе или в шкафу? У меня тут срочный вопрос. Так. Эге. Дедушка медведь. То есть 2 значения. Дедушка и медведь. Сарсерда или по-сунтарски гасерда. Это у нас утро. Ускола школа. Эбе бабушка. Ие. 1, 2, 3. Мама. Ого ребенок. Сарсерда хасерда утро. Халлан небо. Ага папа. Кыс девочка. Ну, вот в таком роде, да? Здесь, по-моему, все слова прошли. И, ну, как бы повторили предыдущий урок. Так, возвращаемся. Идем. Слушайте, прям интернет вообще пропал конкретно.
Дурацкий ТТК. Даже Яндекс не открывает. Не то, что уж говорить про другие сайты. Ладно. Может быть, мне надо выключить и заново войти сюда. Так, урок второй. Вспоминаем слова к видео, нажимаем. Вот они. Тут еще интересные слова. Тоже одним пальцем, допустим, ну как вариант обучения. Один палец закрываем. Одним пальцем закрываем одно слово. И смотрим, допустим, Юрюсь, это река, Юрях, речка, Эскап, это шкаф, Стол, стол, Кюэль, озеро, Кыгын, зима, Кыгын, осень, Тогус, 9, Юс-3, Бюрё, волк, Тыал, ветер, Ал, семья. И то же самое, видите, здесь идет с русского на якутский. Надо же, вообще не грузится. Ладно, надо не обращать на это внимания и не злиться. Так. Возвращаемся теперь к тестам, к видео 2. Также выбираем, можем выбрать викторину с якутского на русский, обратная викторина с русского на якутский, карточки с якутского на русский, обратные карточки с русского на якутский. Выбираем теперь обратную викторину, например. Например, стол. Даю вам время. Стол. Стол. Ветер. Вспоминаем. Тыал. Тыал. Зима. Кыгын. Кто хочет помедленнее, посмотрим предыдущее видео. Там я все это уже говорил. Так, 9. Тохус. Стол. Остуол. Семья. Ыал. Ыал. Шкаф. Эскап. Вот, вроде бы загрузилось. Все, ответил. Ушло. 9. Тахус. Речка. Вспоминаем. Река это Рюсь. Простите, я очень плохо некоторые слова говорю. Я с акцентом также на английском говорю. Значит, вспоминаем, что есть Хатынь-Юряхское шоссе. Хатын береза, Юрях речка. И речка это Юрях. Юрях. Волк. Интересное, хорошее слово. Вспоминаем. Раз, два, три. Кто вспомнил, молодец. Бюрё. Семья Ыал. Шкаф Эскап. Река Юрюсь. Что он не нажимается? Так. Речка Юрях. Юрях. Шкаф Эскап. Озеро Кюэль. Волк Бюрё. Вот в таком варианте можно повторять. Не хватает там повторить там 2-3 минуты, чтобы освежить знания. Бюрё волк. Стол стол. Тыал ветер. Юрюсь. Вспоминаем, речка или река. Давайте я посмотрю, видны ли комментарии. Ну, сейчас поздно, видимо, никто не смотрит. Так. В общем, можете написать комментарий в чате, как будет Юрюсь переводиться. Так, Юрюсь, река, Юрях,
речка. Хатынь-Варяжское шоссе. Так, Квель, озеро. Все, мы это повторили, мы молодцы с вами. Движемся дальше. Это все бесплатно абсолютно. Если вы хотите меня поддержать, можете перейти в Donation Alerts и отправить мне помочь накопить на ноутбук. Если у меня будет мощный ноутбук, я смогу монтировать видео. У меня, в общем, невозможно... Егор Ефимов, Река. Спасибо огромное. Все верно. Спасибо за комментарий. Можете поддержать Donation Alerts или на Сбербанке. В общем, я мечтаю накопить на новый ноут, хотя этот был довольно новый, но я прочитался, я думал, что... Ну, то есть вначале закидываешь видео, там все нормально грузится, летает. Видео, если большое, там 9-10 минут, и начинаешь добавлять там разные моменты, субтитры, эффекты, переходы, обрезать, и он начинает виснуть. В общем, поэтому нужен мощный ноут, я вот на него копить буду. Надеюсь, кто-нибудь поддержит. Так, слова к видео 3. Вот мы начинаем, то есть вы можете посмотреть тот видеоурок, либо переходим к словам. Вспоминаем. Джон. Люди. Онюр. Игрушка. Мин. Я. Ат. Имя. Минаатым. Меня зовут. Лучше запоминать как устойчивое выражение. Меня зовут Минаатым. Бу это. Доска. Доска. Книга. Книга. Оттон. Өйдөх умный, таннас одежда, тетерет тетрадь, урок урок. Я надеюсь, звук намного лучше, что я купил дорогую петличку крутую. Вот. Надеюсь, что она улучшит мои видео, мои контенты на всех каналах и вообще. Так. То есть вы принцип поняли, что здесь пальцем закрываем одну из сторон и так повторяем. Это для быстрого повторения, у кого нет возможности перейти в тест. А если время, то сейчас переходим в тесты. Так, где там? Напоминаю, что идет конкурс до 26 сентября. Еще 5 дней осталось, да? Duolingo разыгрываются подписки. Подписки стоят там по 5 с лишним тысяч. Уже куплено. Вот. Поэтому, кто хочет позаниматься, участвуйте, пишите не в чате уже, а вот там, когда комментарии будут к этому видео. Или вот зайдите в шортсы, в шортсах там есть видео. Там напишите «хочу и смогу», супер Duolingo. И желательно ваш контакт, чтобы потом можно было связаться. Но те, кто не будет заниматься, там видно, кто занимается или не занимается. Обидно же, то есть деньги большие заплачены, а человек месяц позанимался и перестал. Мы смотрим, что в течение месяца человек не занимается, мы будем все-таки забирать и другим дарить, в общем. В общем, будет такая мотивация. А то вот у нас навыигрывали предыдущие года, и потом по полгода у нас просто так подписка идет, а у них 0 дней вообще не заходит. Так. Почему-то он не дошел до слов 3. Слова 3 мы дошли. Так. Теперь тесты к видео. Тесты бесплатные, с разработчиками я на связи. Раньше чаще общались, сейчас давно не общался с ними. Так, выбираем, проходим, чтобы запомнить все слова. Сначала выбираем викторину, потом обратную викторину, потом карточки, потом обратные карточки. Так слова и запоминаются. Самое простое у нас урок. Это немножко заимствованное слово. Сейчас отвечу. Так, ответил. Извиняюсь. Так, доска. Это доска. Тоже немного заимствовано. Но, знаете, вот многие мне тоже пишут, зачем ты используешь заимствованные слова, которые более-менее заимствованные. Потому что есть у некоторых слов двойные значения и тройные значения и так далее, как синонимы. Но русский язык это одни заимствованные слова сплошняком. Тоже рецепция, симуляция, стимуляция, все на свете, это все иностранные слова заимствованные, там нету ничего российского, как вот эти фейк дурацкая, которую я терпеть не могу, хотя можно было на русском языке это говорить, но как бы все языки такие, английский заимствованные, и много похожих слов бывает, вот допустим, интересный момент, что на якутском зубы это тис, и на английском это тис. Вот кто у кого заимствовал, может быть, даже англичане у нас заимствовали. Кто знает, что это уже давно ушло. Ну, а может быть, наши где-то услышали. Ну, вот так бывает. Поэтому не надо стесняться, не надо бояться, что есть заимствованные слова. Надо все слова знать, я считаю.
Если тем более они в словаре прописаны, я не из головы это беру. Бу это. Эйдех. Эйдех. Двойная гласная как бы обозначает, что это ударение туда идет. Эйдех. Это у нас умный. Джан. Люди. Джан. Бу. Это. Оттон. Вспоминаем. Оттон. Это у нас что? Это союз А. Книга. Это книга. Доска. Доска. Урок. Урок. Танас. Магазин такой есть у нас в Якутске. Марка такая довольно-таки качественная одежда, но довольно-таки дорогой. Я даже когда в Москве жил, заказывали, брали у них спортивные костюмы. Хорошее качество, согласен, но что-то сильно они дорогие стали. Значит, Танас это у нас одежда, дословно. То есть магазин одежда называется. Доска, доска. Вообще интересно, когда вот Танас одежда. Когда ходишь и, допустим, какие-то слова видишь в названиях, и можно вот так учить. Вот РЛ, такой есть торговый центр, рядом с кинотеатром Лена. РЛ это Надежда, если не ошибаюсь. По-моему, да, Надежда. Вот. И вот так вот, что, допустим, Усть-Хатын, где вот эсэх проходит, это что? Усь это 3, Хатын это береза. 3 березы получается. Или Хатын-Юрях. Хатын-Юряхское шоссе. Это Хатын береза, Юрях речка, как мы сегодня учили. Получается березовая речка. Шоссе березовая речка. Книга. Книга. Мин. Вспоминаем. Даю несколько времени вспомнить. Там с таким запозданием идет эфир. Так, дуолинго. Ну, мы дуолинго уже позанимались немножко. Сегодня я немножко отдыхаю от английского. Не успеваю. Так. Мин. Это я. Кстати, если вы отправите донат, там то ли на 50 или на 100 рублей, то там оно прям зачитается, будет анимация, было бы интересно посмотреть, как это выглядит. К сожалению, там какая-то комиссия, то есть если вы отправите 50, мне там рублей 47, по-моему, придет, или еще меньше, но все равно, то есть будет приятно, то есть тут будет такая анимация на экране, должна быть. Я еще тут вот на этом канале не проверял, но надеюсь, будет. Так. Мин-а-тым. Мин-а-тым. Что это у нас? Меня зовут. Устойчивое выражение, да? Мин-а-тым. Так можно запоминать сразу. Сразу по два слова. Доска. Доска. Джон. Вспоминаем. Что у нас такое Джон? У нас люди. Мин-а-тым. Меня зовут. Джон. Люди. Доска. По-моему, уже повтор пошел слов, да, новых не. Эйдех. Эйдех. Что это у нас? Умный. Давайте теперь переходим к обратной викторине. Надо, кстати, название будет переименовать видео, написать, что день 2, 3, 4 урок, что-нибудь такое. Так, имя. Смотрим варианты. Значит, бу это у нас что? Это у нас это. Доска. Это доска. Извиняюсь. Книга. Это книга. Остается у нас ад. Ад это имя. Это бу. Оттон. Книга. 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 Так. Там уже обратную викторину дойдем. Это бу. Имя. Ад. Ад. Одежда. Вспоминаем наш магазинчик, как переводится. Фирменный якутский магазин. Танас.
Так, книга. Книга. Умный öydech. Люди. Вспоминаем. John. Вы напишите, из какого города вы смотрите, было бы интересно посмотреть. Так, к карточке теперь переходим. И вот вспоминаем с якутского на русский. То есть вы там натренировались, где должны уже как бы помнить. Öydech — это у нас умный. John — люди. Нюр. Кстати, там в тестах что-то так не выходило, такое игрушка. Урок. Урок. Аналогично. Книга. Книга. Почему я еще выбираю некоторые слова на русском, ну, более похожие на русский. Я также вот английский учил, вот, и учу, что должны быть помимо слов, если все будут слова ни с чем не ассоциироваться, это сложно запоминать. А когда есть слова похожие, созвучные, больше чувствуешь успеха, больше чувствуешь, что ты что-то выучиваешь, да, и легче так запоминать. Естественно, потом уже можно и другие синонимы использовать или значения. Мин атым — меня зовут. Öydech — умный. Книга — книга. Öydech — умный. Книга. Таннас — одежда. Бу — это. Оттон — John — люди. Бу — это. Так, и все, последнее. Я думаю, мы уже просто запомнили железно с вами. Бу — это. Игрушка — это у нас онюр. Меня зовут Мин Атым. Одежда — Танас. Вы можете потом ставить на паузу, и если я слишком быстро уже, когда повторяю, вы можете там паузу ставить и вспоминать. Урок — урок. Ну или лучше переходите в телеграм-канал и вот проходите тесты. Игрушка — онюр. Союз это у нас оттон. Тетрадь — тетерет. Имя — ат. Умный — öydech. Оттон. Мин атым. Доска. Ат. Мин. Öydech. Мин атым. Урок. Книга. Бу. Книга. Бу. Таннас. Ат. Мин. Онюр. Все, я думаю, этого достаточно. Вот. Переходим снова в телеграм-канал. Тут еще, видите, еще предложения есть онлайн. Не знаю, сегодня это проходить или это много будет. Сейчас посмотрю по времени, сколько здесь. Я там долго настраивался, конечно. Долго видео настраивал, но 39 минут. Ну, давайте еще немножко поведем стрим. Может, кто-то подключится. Было бы приятно. Так. Слова к, значит, номер 4. К видео номер 4. Учутал. Учутал, да, учитель. Джол — счастье. Уручука — ручка. Балык — рыба. Балык на всех тюркских языках и на турецком. Мне писали много комментариев. В Турции много активные очень зрители. На казахском, турецком и так далее тоже балык. В общем, это такое распространенное слово в тюркском языке. И говорят, вот нас некоторые пытались перевести, вот как казахи сейчас делают, с кириллицы на латиницу. Для чего бы это было бы полезно? Вообще, так как большинство тюркских языков это латинские буквы, то было бы легче тюркским языкам друг друга понимать и изучать друг друга, языки друг друга, потому что очень близкие языки. А вот это то, что сейчас кириллица, это маленько разобщает, и нам сложнее понимать их написанные слова и наши. То есть им сложно вот кириллицу понимать, да.
Вот, поэтому сейчас Казахстан там вводит латиницу, и они вот так вот пытаются, чтобы объединять тюркские народы. Истинно, искренне слушайте, кюня, прямой, кюс, сила, кюстех, сильный, огоннер, старик, манна, здесь, сюда. Тут много, наверное, слов будет на сегодня. Миннигес, сладкий, вкусный. Бастын, лучший, эмп, лекарство. Также вот пальцем закрываем, допустим, якутские слова и смотрим. Маленький, вспоминаем на якутском. Кыра. Учитель, учу, тал. Счастье, джол. Ручка, уручука. Рыба, балык. Искренне слушайте, истин. Прямой, кюня. Сила, кюс. Сильный, кюстех. Старик, огоннер. Здесь, сюда, манна. Сладкий, вкусный, миннигес. Лучший, бастын. Лекарство, эмп. Как жарко-то. Видимо, когда я активно говорю, выделяется больше тепла. Сейчас газ вырубил. Батареи еле теплые. Напишите, как у вас там. Дали ли отопление, теплые ли батареи. Так. Видите, вставляем предложение онлайн. Есть тест к словам. Предложение мы, наверное, перенесем на следующий урок. А сейчас маленько попробуем начать повторять, запоминать слова. Значит, выбираем викторину. Кюстях. Значит, у нас есть вариант. Сильный, маленький, лекарство, сладкий, вкусный. Вспоминаем. От слова сила, да? Кюс. Кто вспомнил, молодец. Кюстях — это сильный. Учуютал — это учитель. Манна. Вспоминаем. Манна. Даю время подумать. Манна — это здесь, сюда. Кельманна, да? Иди сюда. Уручука. Ручка. Кюстях. Сильный. Кыра. Тоже красивое слово такое. Вспоминаем. Я все время, когда что-нибудь говорю, я что-нибудь в руках кручу. Такая подставка. В Лоунхо покупал. Прикольно, удобно таскать. Ее вот так берешь. Все, она место не занимает в сумке. Или в кармане. Положил так в кармашек. Кыра. Кыра — это маленький. Учуютал. Учитель. Балык. Рыба. Я считаю, надо не стесняться своего там акцента или еще что-то. Я как бы все даже англичане, все англоговорящие в России, они говорят с акцентом на русском, но не говорят. И это важно. И то же самое русские, когда хорошо знают вроде английский, но туда приезжают, они все равно акцент. Русский акцент, его ни с чем не перепутаешь. И важно, наоборот, не стесняться, не говорить, что вот у тебя акцент, и так далее. Если ты можешь выражаться и можешь понимать, это уже очень-очень хорошо. Ручка — это ручка. Поэтому сильно ко мне строго не будьте, что я с акцентом говорю. Кюня. Вспоминаем. Значит, вариант первый сильный, второй прямой, третий опять почему-то сильный написано, и четвертый здесь сюда. Думаем. Трансляцию никто не смотрит. У меня показывает, что... нет, вот кто-то подключился. Кюня. Ну ничего, кто-нибудь посмотрит потом в этом повторе. Можете отправить свой вопрос. Можем как передохнуть. Вот, поговорить. Можете платный вопрос направить. Можете просто отправить махтал, благодарность, 50 рублей. Кюстях. Это у нас что? Что? Это у нас сильный.
Истинно. Истинно. Искренне слушайте. Два значения. Истинно. Я предложения, которые там составлял, тоже такие они простые, но чтобы вот как раз использовать эти слова. Не знаю, успеем сегодня, не успеем, наверное, в следующий раз пройдем их. Слишком много для вас будет. Я так думаю, для вас много. Но вы всегда можете перейти в Телеграм и проходить эти слова и повторять бесплатно. Кюстях сильный. Здесь такой алгоритм, что он повторяет вначале несколько раз слова, а так там еще другие же есть. Кюня. Кюня. Прямой. Кто вспомнил, молодец. Мое любимое слово миннигес. Вспоминаем. Сладкий, вкусный. Может быть, часто в разговоре слышали миннигес. Кра. 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 Маленький. Огонер. Огонер. Это кто у нас? Старик. Огонер. Коня. 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 Прямой. 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 Запоминайте. Кюстях. Сильный. Бастынный. Мое любимое слово. Тоже созвучное с best, да? The best, что лучший. Бастынный. Лучший. Напишите, пожалуйста, из какого города смотрите. Будет интересно почитать. Кра. Кра. Маленький. Кюня. Прямой. Истин. Искренне слушайте. Кюня. Прямой. Эмп. Давайте дам вам время подумать. Вообще можно еще как, чтобы легко запоминались вообще эти слова. Я эти слова составлял, что они как бы все, которые мы учим, они все вот в вариантах. Поэтому что у нас? Кюсь – сила, лекарство – эмп, маленький – кра. Искренний, слушайте, это истин. Истинный. Эмп – лекарство. Балык. Вот оно слово, любимое мое. Обожаю балык. Мне, помню, писали какие-то даже гадости с Краснодарского края, по-моему, или что-то такое, созвучно, то ли Краснодарский край, то ли что-то такое. И у них там принято, что балык это какая-то там часть рыбы или что-то такое. Они прям спорили, зачем-то им писали в комментарии, там, что я ничего не знаю. Я думаю, что за бред. Вообще. Я иногда удивляюсь людям, но я на них не обижаюсь. Вот, что на них обижаться. То есть к ним привозили из Якутии рыбу, допустим, или там откуда-то, может, из Турции, может, там из Татарстана, еще где-то, и говорили балык, балык, рыба. Но они так ее и назвали, эту часть. Ну, видимо, они какую-то часть рыбы привозили, они так и привыкли. И вот теперь у них такой момент есть. Балык это у нас рыба, fish. Мы можем, кстати, и на английском еще повторять. Так, истинно, истинно, искренне слушайте. Кра. Small, маленький. Миннигес. Миннигес. Вспоминаем. Сладкий, вкусный. Tasty, да, вкусный у нас. Бастын. Бастын. Созвучно с английским best. Лучший. Учиутал. Учитель. Балык. Рыба. Эмп. Лекарство. Кюсь. Сила. Учиутал. Учитель. Истин. Искренне слушайте. Учиутал. Учитель. Так, ну мы тут, наверное, нормально уже прошли. Обратно, Екатерина, давайте. Здесь сюда. Вспоминаем. Вы можете сразу все слова с вами переводить. Так, я не робот. Зачем-то меня спрашивает компьютер. Я вообще его не трогал, не прикасался. Он тут что, робот или не робот? Напишите в комментариях, похож я на робота. Так, здесь сюда. Что это может быть? Смотрите, кыра это у нас маленький. Учуутал это учитель. Ручука это ручка. Здесь сюда манна. Кельманна. Здесь сюда. Сладкий, вкусный. Ищем. Бастын. Созвучно с the best, да? Лучший. Истин. Искренний. Кюстях.
Сильный. Кюсь. Сила. Из корня, да? Корень кюсь. Сила. Миннигес. Сладкий, вкусный. Ручка у ручука. Старик. Истин. Искренне слушайте, да? Бастын. Лучший. Огоннер. Старик. Огоннер. Лекарство вспоминаем. Какой-то мне дедлайн просроченный тут показывает. Ну ничего. Ладно. Потом сделаю. Лекарство Эмп. Может, видели аптека Эмп? Эмп. В Якутске. Эмп. Аптека Эмп. Здесь сюда. Манна. Сильный. Кюстех. Счастье. О, новое для вас слово. Ну, мы уже повторяли в начале, но я думаю, уже забылось. Вспоминаем, что кюсь – это сила. Кюня – это прямой. И джол – это что? Счастье. Созвучно с людьми, да? Джон. Старик огоннер. Учутал. Сила. Вспоминаем. Бастын. Лучший. Best, да? Кюсь. Кюсь. Сила. Миннигес. Сладкий, вкусный. Манна. Здесь. Сюда. Кюсь. Сила. Лучший. The best. Какой значит у нас бастын? Ручка Эмп. Это у нас что? Раз, два, три. Это у нас аптека. Аптека Эмп. Когда в городе пройдете, увидите. По-моему, такие остались аптеки. Кстати, давайте проверим, есть такая аптека или нет. Раньше была. Он так и называлась. Аптека Эмп. Эмп. Так, Якутск. Ставьте лайки. Поддержите лайком. Поделитесь видео с кем-нибудь. Поставьте комментарий. Особенно хорошо было бы комментарий. Эмп. Сейчас идем. Сделаем рекламу аптеки. Сейчас такой аптеки не вижу, если честно. Эмп. Аптека. Сейчас они все там аптека.ру, да, стали. Ну, в общем, раньше такая была. А, там, Эмп Том. Вот, и аптечный пункт Октябрьская, 82. Сунтарь есть. Корни сунтарские. Так, да, в Сунтаре есть Эмп. Эмп. Больше вроде нету. Ладно. В общем, лучшее это у нас the best, бастын. Искренне слушайте. Слушайте у нас listen по-английски, а искренне слушайте это истинно. Так, учитель учутал. Прямой кюня. По-английски, по-моему, straight, да? Прямо. Сила кюсь. Сильный кюстях. Кра маленький, минигес сладкий. Сила кюсь. Лучший бастын от слова best. Сильный. Сила кюсь. А кюстях это сильный. Кюстях. Здесь сюда манна. Ручка у ручука. Лучший бастын. Сладкий вкусный минигес. Прямой кнё. Искренне слушайте истин. Истин. Сила кюсь. Сладкий вкусный минигес. По-моему, больше слов было. Лекарство Эмп. Здесь сюда манна. Ручка у ручука. Старик огоннер. Искренне слушайте истин. Так, бастын. Балык, рыба. Кюсь. Кюстях. Кюстях. Кюсь. Ладно, давайте карточки перейдем. Так, с якутского на русский кюсь. Сила. Эмп. Лекарство. Кюня прямой.
Джол – счастье. Эмп – лекарство. Балык – рыба. Кёня – прямой. Учу тал – учитель. Огоннер – старик. Кюстех – сильный. Уручука – ручка. Эмп – лекарство. Балык – рыба. Кыра – маленький. Кюс – сила. Учу тал – учитель. Уручука – ручка. Огоннер – старик. Бастын – лучший. Балык – рыба. Кыра – маленький. Учу тал – учитель. Джол – вспоминаем. Я специально так... привет. Full day. Привет. Не знаю, я помню, была. Стивики все заняли места. Да. Да, я тоже помню, что Эмп была такая. Напишите, из какого города пишете. Из какого района республики. Или, может быть, из нашей необъятной Российской Федерации. Джол – счастье. Кьюс – сила. Спасибо, что написали комментарии так много. Есть ли у вас тепло дома? Горячие ли батареи? У меня они или теплый. Якутск. Счастливый Якутск. Ну да, Якутск такой. Особенно летом. Манна. Вспоминаем манна. Манна. Здесь сюда. Кель манна. Иди сюда. Тоже или теплые. Да, у меня еще током дует как-то. И вообще я иногда газ включаю, чтобы газ прогревал. Огоннер. Старик. Уручука. Ручка. Балык. Я тоже из Якутска. Но мой дедушка один был из Сунтара, Сунтарский. Село Ильгей, по-моему, называется. У меня память плохо работает. Вот. Так. Балык, рыба. А так у меня родственники все из разных регионов. Я такой человек Российская Федерация. Ну и проживал я последние лет 9-10 в Москве. Так, истинный, искренне слушайте. Нджал. Вспоминаем. Напоминаю, что у меня ведется конкурс Duolingo. Вы можете, раз здесь комментарии пока не видны, я не знаю, почему комментарии, сейчас чат виден, а комментариев самих почему-то нет, куда-то панель пропала это. Может, они после эфира появятся. В общем, вы можете перейти... Семье помогаю. Вы можете перейти вот в мой канал, там есть шортс, как называется, и там есть про конкурс Duolingo. И там надо написать «хочу и смогу супер Duolingo». И желательно какой-нибудь контакт, либо в Telegram никнейм написать, либо контакт какой-то оставить, телефон. Вот разыгрываю подписку. Подписка стоит свыше 5000, она вот сейчас оплачена уже год начинается. Вот, от 26 будут подведены итоги. Я всем участникам присвою номера, поэтому туда переходите, там пишите комментарии. Либо здесь, не в чате, а когда вот здесь эфир закончится, вы можете написать «хочу и смогу супер Duolingo». И постараться по возможности написать, ну, либо потом следить за комментариями, и если вы выиграете, чтобы я потом мог связаться с вами и вам подарить. Но условие такое, что если я вижу, что вы не занимаетесь, а у нас уже такое было, предыдущие уже там года 3, по-моему, разыгрываем. Значит, ссылки, кстати, есть в телеграм-канале тоже, там можете увидеть эти видео, в описании они есть. И так можно найти это видео еще. И, значит, мы смотрим, раньше дарили подписки, люди занимаются месяц или там неделю и бросают. А подписка дорогая, свыше 5000 стоит. Вот, и как-то обидно становится, мы ждали, и там через полгода, допустим, забирали. Сейчас решили через месяц забирать, если в течение месяца человек не пользуется. Лучше мы подарим другим, или переразыграем, или подарим, и так далее. Потому что надо, чтобы деньги свои отрабатывали, чтобы люди получали удовольствие. А в Duolingo есть там математика, музыка, языки разные, и можно еще, кстати... Ну, мне писали, что там шахматы есть, я что-то не нашел там шахматы. Шахматы, если что, можете влить час, там есть обучалка. В общем, Джол – это на что счастье.
уручука, ручка. Миннигес, сладкий, вкусный. Часто, наверное, такое слышите. Классное видео сняли там, с девушкой афроамериканкой в Инстаграме. Еще супер. Она там как раз миннигес говорила. Кстати, по диалогам можно здорово учить. Истин, искренне слушайте. Миннигес, сладкий, вкусный. Уручука, ручка. Истин, искренне слушайте. Балык, рыба. Уручука, ручка. Кыра. Вспоминаем, что такое кыра. Напишите в чате, пожалуйста, что мы уже много раз повторяли эти слова, они же должны запомниться. Давайте, даю 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Я, кстати, не знаю, насколько легче с якутского на русский переводить или с русского на якутский. О, кыра маленький, супер. Ай-ой-ой, прям супер. Эмп, лекарство. Кыра маленький. Джал. Джал. Что это у нас? Спасибо за комментарии. Мне очень приятны комментарии. Очень приятно, когда меня смотрят. Надеюсь, что люди потом посмотрят в повторе. Потому что уже поздно. Буду уже заканчивать. И покажу вам, наверное, сегодня счастье, да, Джол. Кыра маленький. Огонер, старик. Бастын, как best, the best, лучший. Покажу вам, давайте, предложение, как составлять с этими же словами. Вот переходим в телеграм-канал, ставим предложение онлайн к 4-му видео. На следующее занятие мы то же самое повторим. Вот. И вот эти все слова я старался ставить из тех слов, которые у нас уже изучены. То есть 1, 2, 3 вот уроки. И смотрим. Это у нас бу. Лучшее. Как будет лучший? The best, да? Бастын. Лекарство. Эмп. Бу, бастын, эмп. Как тут дальше? Я что-то не помню. Проверить. Верно. Ну, удобнее, конечно, заниматься с ноутбука, но, к сожалению, с ноутбука у меня почему-то не ведется трансляция. Мне пишет, что ваша видеокарта не поддерживается. Мин. Я это мин. Маленький. Кыра. Учитель. Учутал. Проверить. Верно. Я считаю, так намного легче. Ну, предложения такие себе, конечно, да? Но зато все слова используемые, которые мы учим, да, они вот в предложении маленьком. И можно уже маленькими предложениями, словосочетаниями общаться. Если уже разговаривать на якутском, чем понимать. Так у многих. Очень жаль, что сейчас сильно забывается, и у меня были даже, не буду говорить, кто там, знакомые большие, которые все понимали, говорили, но писать и читать особо не умели. То есть, к сожалению, это все забывается, все вот забывают, как правильно писать, особенно с учетом, если не скачивают русскую, ну, якутскую раскладку и пишут русскими кириллическими буквами. Получаются вообще какие-то коверканные слова, и потом забывают, как правильно писать. И много слов уже не знают, как пишется. Поэтому очень важно использовать, либо скачать раскладку. Есть такая раскладка для андроидов. iPhone, наверное, тоже есть. Так даже на компьютер ставится она. Так, это у нас бу. Лучшее бастын, the best, да? Лекарство эмп. Вот, слушайте, ну я специально такой, говорю, составлял. Я сильный старик, это звучит, конечно, на обоих языках по-дурацки. Да? Слушайте, я сильный старик! Но зато это все слова, которые мы с вами изучили. Поэтому слушайте, это истинно. Я это мин. Сильный. Кюстях. От слова сила, да, кюсь. Старик огоннер. Истинно. Мин кюстях огоннер. Это вкусная рыба. Тоже такое предложение интересное, да? Это бу. Вкусная. Миннигес.
рыба, балык. Можно внизу пальцем закрывать, чтобы вы не видели сначала, да, вот на смартфоне, и пытаться перевести в голове. Просто если тут, видите, я сделал так, что тут нет неправильных вариантов, просто их надо правильно расставить, да, грубо говоря, но все равно это тоже тренировка очень полезная. Тренировка переводить и видеть перед глазами. Когда мы видим, у нас запечатляются в глазах, в общем, правильное написание текста, в общем. Это был сильное кюстех, лекарство эмп. И он по несколько раз повторяет, чтобы было закрепление. Это счастье, это бу, счастье джол, будь джол. Это маленький стол. Ну такое предложение, да. Это бу, маленький кыра, стол, остуол. Бу, кыра, остуол. Это вкусная рыба. Блин, рыбу захотелось. Вот я надеюсь, Новый год удастся строганину поесть. Вот в Москве, кстати, строганина продается в якутском поспредстве. Ну, я его почему-то посольство, embassy называю, да, посольство. Но, по идее, да, это постоянное представительство. На Красных Воротах, по-моему, метро называется. И вот там я покупал небольшую строганину. По-моему, чир была. Ну, где-то вот такого размера. Килограмма на 2 было. И я их попросил, говорю, у меня нету этого мастурбала этого. Сейчас у меня есть здесь. Могу вам показать, кстати. Мне подарили. Вот такая потрясающая вещь. Это значит, ей мы вот сюда прижимаемся. Рыбу, голову рыбы ставим сюда, балыка. И строгаем. Вот, и специально ножик еще купил. Вот, он подлиннее. Могу контакт этого ИП вообще в любом случае найти, если надо, пишите в комментарии. В общем, вот можно так строгать. Такая вот очень интересная есть. Я очень счастлив. Сейчас, как говорю про рыбу, сразу вспоминаю строганину. Я надеюсь, меня слышно, потому что я в петличке. Я надеюсь, она никуда не пропадает здесь. Так. Это бу. Вкусная мини-гэс. Рыба-балык. Full day. Прикольный никнейм. Full day. Типа полный день, да? Интересно, какой был замысел. Это же какой-то канал, наверное, с какими-то видео, наверное, да? Кстати, у меня такой вопрос. Почему в Ютубе сидят так же, как и в Инстаграм? Но в Инстаграм не стесняются выкладывать видео какие-то и так далее. А в Ютуб никто не выкладывает. Для меня это вообще загадка. Да, мало видео. Ну, хорошо, что есть видео, это главное начать. Есть такое приложение, если шорты делать от Инстаграма, Ad, по-моему, называется. Сокращенно, да? Ad, по-моему. В общем, официально. И там прикольно делать именно шорты. Я для себя нашел. Прям кайф. Можно готовку снимать и так далее. Это бу. Вкусная мини-гэс. Рыба. Ой, слетела. Бу. Мини-гэс. Рыба. Балык. Бу. Мини-гэс. Балык. Это счастье. Бу. Джол. Это все бесплатно я составил. Вот. Еще я с ними поговорил насчет кроссвордов. Там девушка, владелец этого Вилема сайта, да. Мы создали с ней кроссворды, мы добавили транскрипцию и так далее. Но кроссворды, когда якутские я делаю... Ну да. Кстати, басковская куртка, вот, давайте зачитаю, а то, может быть, в повторе не будет уже видно. Баск-куртку хотел купить, но она стоит 60 тысяч рублей. Да, вот буквально лет... Сколько это назад? Ну, где-то 16-й год. Басковские куртки 1030 стоили. Унты 2007
2007, 2008, 2008 год унты стоили 3000, так, сейчас скажу, в Сахабульте, так, или 5000 были. Ну, в общем, цены такие были, 5000. Сейчас унты стоят по 30, да, по 28, 30 и выше. Да, каждый год на 20% увеличивают. Ну да, ужас, ужас. У меня, кстати, дедушка, царство ему небесное, он в свое время вот пушно-меховую базу в Якутии организовал. Вот он был как это, не родоначальником. Он, короче, основал пушно-меховую базу Якутии, и потом она уже стала со временем называться Хабултом. Слушайте, Истин Мин сильный. Кюстях от слова сила кюсь, огонер, старик. Очень важно понимать составы слов, я так и в английском учу. В 2019 году унты 25 тысяч рублей стоили. 2019 год. Я приезжал, по-моему, нет, в 19-м я не приезжал, а в 20-м приезжал. Ну да, где-то так стоили. Я работал в Сахабулте, надо же. Унты полноценно от 50 тысяч, ничего себе. Ну вот знаете, мой дедушка Филиппов Василий Семенович, вот он был основателем пушно-меховой базы, оттуда уже все пошли вот эти Сахабулты. Это вот его... Тогда они уже не дружили, но друг его вот Николаев был, вот он присоединил убыточное там предприятие к пушно-меховой базе и немножко сделал убыточное предприятие, но в целом вот Сахабулт шел, вот мой дедушка его делал, еще он ездил в Италию и там договаривался, всякие эти моменты делал. Вот такие вот интересные дела бывают иногда. Надо же. Сахабулт классный магазин, если бы они дешевле стоили, как раньше. Но столько этой пушнины и всего остального, что просто будь джол, счастье. Ну, там история, я, наверное, не буду поднимать. Ну да, может быть, из-за того, что полугосударственный, потому что вот Николаев тогда и присоединил ее, что он полугосударственный. Да, работал на Человека. Ну, я про это не знаю насчет. Наши не воровали, наши вот в советское время были когда. Так, это маленький стол. Это бу, маленький кра, стол и стол. Мой говорит, не говорит, кем мой дедушка был. Знаю, не секретно. У меня дедушка был замминистра сельского хозяйства Якутии. Ну, небольшое время он спину сломал, потом долго лежал, он на лыжах катался, в общем, спортсменом был. И вот он на лыжах сломал спину, и потом долгое время был прикован к кровати, операцию сделали, потом долгое восстановление, ему говорили, что не будет ходить, но он сквозь боль, вот эти все. Вот у меня дедушка, в общем, как пример уважения, еще все возможно, потому что там с его переломом спины никто не ходит, и там были такие судороги, что когда кто-нибудь в дверь звонил, у него его, просто как бы очень большие боли были, судороги, и он все это преодолел, и потом начал спускаться там с 4-го этажа вниз, постепенно все вот это. Потом в старости он на пенсии уже он и бегал, и на гору за Хатынюрях, да, забирался, и там бабушку бегал, встречал, и физически был сильный, но он еще борец тоже. Ну, вот. Раньше, кстати, многие борьбой и лыжами занимались, да сейчас что-то все неспортивные стали. Вот. А раньше вот более такое было. Он всегда со мной бороться лез. Я когда маленький был, и на руках, и в борьбу. Вот. Такое мужское сильное воспитание у меня очень сильное было. Вот. И вот у меня дедушка такой был. Я оценил эту несгибаемый характер, никогда не жаловался. Я еще помню, мелкий был, он лежит там, какие-то утром зарядку какую-то делает, лежа там сначала, потом и так далее. Всегда был такой, он такой суровый был, но улыбчивый и такой, никогда не жаловался, ничего, все хорошо у него было. Сильный характер. Я хочу тоже такое иметь, надеюсь, выработаю когда-нибудь. Истин, слушайте. Мин кюстях огонер. Я сильный старик.
Бу, я это сильное кюстех лекарство эмп. Это счастье, это бу, счастье джол. А другой дедушка у меня ученый в космофизическом институте работал. У меня есть, кстати, на этом канале, на другом канале, на английском хочу, смогу. Есть видео, как вот он с Карповым играл, Данил Афанасьевич, он играл с Карповым, с Пиковым, притом он приезжал в Якутию, и дедушка его выиграл. Есть записи, вот мне помог восстановить, я там пару ходов не мог понять. И Данил Дубов, гроссмейстер международный, помог мне восстановить партию и записал видео. Вот мы с ним виделись, несколько раз виделись, я как этот был, есть такой Левитов, и он ездил с всякими там скрамниками, с Каспарами и так далее, он с ними ездил, общался, вот я с Дубовым Данилом, он, правда, на меня помладше, ему лет 27-28, по-моему, тогда было, и вот мы с ним виделись, там в кафешке сидели, общались про шахматы, про Магнуса и про всех, короче. Я шахматы тоже люблю. Я это Мин, маленький Кыра, учитель учутал. Мин Кыра учутал. Бу кюстех эмп. Так, бу бастын эмп, да? Так, здесь, ну, в таком роде, в общем, видите, 19 попыток сделали. Можно перевернуть turn over и переводить с якутского на русский. Истин, мин кюстех гоннер. Истин, слушайте. Я сильный... Ой, а что он? Ну, видимо, выбрал уже. Бу кюстех эмп. Бу это, кюстех сильное, эмп лекарство. Бу это, миннигес вкусная, рыба, балык. Бу күнө уручука. Бу это, күнө прямая, ручка уручука. Бу минигес балык. Бу это, минигес вкусная, рыба, балык. Бу бастын эмп это лучшее лекарство. Бу джол это счастье. Это сильное лекарство. Тут, я не помню, будут ли тут еще какие-то варианты. Но, видимо, больше нету повторяющихся, возможно. Ну, зато есть варианты отработать слова, в общем. В общем, я думаю, мы сегодня здорово все позанимались. Вы заходите в телеграм-канал. Проходите также тесты бесплатно. Не забывайте про видео, про подписку Duolingo, которую разыгрываю, которая стоит 5000, а я разыгрываю бесплатно 4 подписки. Значит, там надо перейти в вот это видео Shorts или под это видео написать, только не в чате, а вот сейчас комментарий, когда откроется, пока я комментариев не вижу, написать «Хочу и смогу супер Duolingo». Ну или в Shorts так написать, вот видео Shorts там есть про это правило. Там есть все условия написаны, правила. И разыгрывать буду уже 26 сентября, поэтому заходите в эфир, будете смотреть в эфире розыгрыш. В общем, такие вот дела. Так, кстати, мне надо, наверное, еще про конкурс Duolingo еще и в сообществе написать. Надо, чтобы не забыл написать сообщество. Сейчас ежедневник запишу, вот этот записи написать сообщество. Так, Саха и английский о конкурсе. Как бы уведомить, может быть, там тоже напишут люди. Чем больше участников, тем интереснее. Сейчас там, наверное, человек 7, наверное, написало комментарии вот на всех каналах, где я опубликовал. В общем, такой вот розыгрыш Duolingo будет. Скоро уже. Так, скоро уже подведем. Что еще? Поддержите, если в эфире отправите, можете задать вопрос, оно озвучится здесь и появится картинка, хочется самому посмотреть это. Ну и плюс, может быть, накопим
Вы знаете, если каждый отправит по 50 рублей, то сколько у нас человек, зрителей на меня подписано 7000. Если хотя бы каждый направит по 50 рублей, у меня будет 350 тысяч. В общем, отправляйте. Ну вот, и мы быстро ноутбук купим, у меня будет больше видео и чаще будем все делать. И может смогу уже стримить с ноутбука, а не вот так с телефона. С телефона очень неудобно. Так. В общем, посыл мы поняли. Можете также отправить на Сбербанк, там прикреплена карта Сбербанка, если Donation Alerts вам не нравится. Так, ну все тогда, я думаю. Сейчас посмотрим, сколько мы с вами в эфире. Мы 1:20. Ё-моё. Так долго, наверное, видео тяжело людям смотреть будет. Для меня, вам просто сказать, пробежал очень быстро. Это как с моими учениками, когда я обучал шахматам детей. Тоже так вот, ничего не успеваешь, час пробегает, а сейчас уже 1,5 часа, считай, прошли. В общем, всем спасибо. Приходите на мои стримы, учите вместе со мной. Переходите на мой канал «Хочу и смогу английский язык». Учите там английский. Там тоже такие тесты есть, транскрипции и так далее. Вот. Если у кого есть идеи по транскрипциям на якутском языке к словам, где это можно достать, я могу добавлять тоже транскрипции. Просто я пока не знаю, как на якутском делать транскрипцию. Но чтобы это правильно было. Потому что английский есть, где посмотреть транскрипции. В общем, всем спасибо, спокойной ночи, до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, звук вам понравился с моей новой петличкой. Все. До свидания.